Глядя на фотографии этой хрупкой девушки, сложно представить, насколько она была храбра и бесстрашна. Молодая, красивая, отважная Ирина Сеченава с первых дней войны отправилась на фронт. Она сразу, когда объявили войну, я тоже еще на работу не шла, дома была, она поднялась. Нам принесла малярянку, там с моими соседями налила, напоила, а потом пошла по подъездам и начала собирать бинт, лекарства, все, что надо было. Мы тоже, я соседям сказала, я говорю, что у вас там есть, я говорю, консервы, компоты, сбал, что попадется, говорю, несите в школу, в абхазскую школу там. Несколько человек собрались, не было же ни оружия, цапки, палки, вот так они пришли туда, не было чем воевать даже. Медаль за отвагу, а также аттестаты, паспорт, медицинская справка, водительское удостоверение, военный билет. Вещи, которые все эти годы материна бережно хранила у сердца, теперь будут находиться в музее боевой славы, где каждый сможет прикоснуться к печальной, наполненной героизма и любви к родине истории отважной девушки. Безусловно, мы всегда рады принять реликвии наших погибших бойцов, боевых подруг в нашем музее. Но в то же время нам очень грустно, печально, больно видеть слезы матерей. Сегодня мы безумно рады встретить Аллу Камидатовну, но также мы сегодня разделяем ее горе, ее боль, ее печаль. И от себя лично и от имени всего коллектива благодарим Аллу Камидатовну и Марину Дванба за то, что они пришли сегодня и передали эти реликвии музею на хранение. В начале войны Ирина находилась на Бзыбском оборонительном рубеже, а после освобождения Гагры перешла на Гумистинский фронт. Родные и близкие отчетливо помнят, как девушка уходила из дому в последний день. Ее тетя Марина Тванба вспоминает, что как будто предчувствуя свою гибель, она долго прощалась с семьей и соседями. Не послушалась и попрощалась со всеми. Матери не было дома в тот момент, и она ушла. И Алла знала, что дочка здесь, дома, и она тоже не сидела. Она сама мать у нее такая патриотка была, день и ночь для фронта все же что-то они собирали, что-то готовили, что-то отправляли, кого-то провожали и так далее. И она бегом идет, как бы, чтобы успеть до отъезда дочери, приходит, и дочки нет. Во время одной из боевых операций группа Ирины Сеченава попала под сильный обстрел. Загорелась машина, в которой находился ее боевой товарищ. Не раздумывая, отважная девушка бросилась его спасать. Вместе с Ириной в тот день погибли и другие бойцы. Сюда не разматывай. Бери эту подушку. Дайте эту шину такую, которую мы готовы. Что стоишь? Иди туда. Да. На шину развязывайте, я сейчас пойду по рации поговорю. Ирина Сеченава окончила физико-математический факультет Абхазского государственного университета и преподавала физику и математику в Бзыбской школе номер 1. Молодого, доброго и справедливого специалиста, сумевшего найти подход к каждому ребенку, полюбили сразу. Она такая была справедливая, ее все любили. Учителя и дети. Ирина Сеченава еще до начала войны активно принимала участие в национально-освободительном движении абхазского народа. Была секретарем Народного форума Абхазия Айтгылара в Гагре. Майские дни 1918 года стали воистину черными днями для Абхазии и для ее народа. Карательные отряды так называемого демократического правительства Грузии в крови потопили свободную абхазскую советскую коммуну, погасив светлый луч свободы для народов Абхазии. Это история, и обходить ее молчанием не только преступно, но и кощунственно по отношению к тем,
что погиб в борьбе за свою свободу и свободу народа. Отважная девушка из Гагры, чья жизнь оборвалась в возрасте 27 лет, жила и боролась за свободу своего народа. 30 октября 2020 года Ирине Сеченовой исполнилось бы всего 55 лет. Кукуца Вардания, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.